Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей», в которой новости из жизни Мордовии за февраль 2019 года будет комментировать министр юстиции альтернативного состава правительства Республики Мордовия, заместитель генерального директора Мордовской депозитарной компании «Депозит», член Совета непарламентских политических партий при Госсобрании Республики Мордовия Фаина Юрьевна Макарова. Перед тем, как мы перейдем к нашим 10 традиционным вопросам, у нас осталось две новости по предыдущим месяцам. Вот первая новость в том, что у нас в декабре был выброс из Мордовцемента цементной пыли, 1 тонна, 1,7 тонны, и вот прокуратура совместно с Росприроднадзором сообщила, что виновата электрофильтр у печи, и вот из-за этого все выбросилось. И прокуратура, и Росприроднадзор привлекли к административной ответственности и как-то частично наказали. Ну вот 50 тысяч с организации, 6 тысяч должностных лиц. То есть если мы хотим выбросить 2 тонны над каким-то поселком, и у нас есть 50 тысяч рублей, и проблем еще нет, можно дальше выбрасывать, хоть каждый месяц. На самолете, билет на самолете выбрасываешь. Да. Прокомментируйте ли тут очевидно? Ну, что здесь комментировать? Соотношение между нанесенным вредом здоровью, никто не умер пока, да. Но заболел наверняка. Да, и тем более, что учитывая то, что есть там и малолетние дети в данном населенном пункте, естественно, это несоотносимо. Естественно, когда у нас начинают сейчас повышать в отношении всевозможных других нарушений, правонарушений, штрафные санкции, а вот здесь вот, когда я всегда стою первично на рассмотрение нарушений прав, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, вот это вот первично. И когда это массово происходит, и такие минимальные штрафы, я считаю, что вот именно вот эти вещи несовместимы. И второе маленькое дополнение по поводу предыдущих месяцев в том, что 14 февраля столица С стало известно о том, что в администрацию главы Республики Мордовия поступило письмо за подписью первого заместителя министра сельского хозяйства России Хатуова Джамбулата Хизировича о том, что он просит согласовать на Виктора Викторовича Кидяева на должность руководителя филиала Российского сельскохозяйственного центра, мордовского филиала. И новость в том, что мы уже в декабре узнавали судьбу детей, которые стали ректорами двух высокопоставленных чиновников и людей в Мордовии, и детей семьи Николая Ивановича Меркушина, тоже прекрасно. А вот тут это сын депутата Госдумы 3 созывов, первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме. Эту новость я читала в свое время в столице С. Рада за него? Да, и рада в кавычках, как в таких случаях говорят, потому что даже именно с моей стороны я направила с учетом мнений граждан, тебя лично в том числе, направила в ФСБ Российской Федерации, в Госдуму, в Комитет по противодействию коррупции и Генеральную прокуратуру заявление о проверке возможности данного назначения, потому что я считаю, что вот именно в этом случае наличие коррупционной составляющей самое что ни на есть прямая. Значит, Кидяев, папа, является на данный момент депутатом Госдумы Российской Федерации. Естественно, у него определенные связи с министерствами в России и, естественно, проталкивание сына, который ни дня не работал в госслужбе, вот, я считаю, что это как раз за гранью возможного назначения. Потому что если мы разговор вели до этого о детях руководителей, там, дочери Чебиркина, сына Хайрова, по крайней мере, их дети, они непосредственно занимались тем видом деятельности, который они заняли вышестоящую должность. Здесь человек, ни дня не проработавший, и, как мы написали в своем заявлении, не служивший в армии с учетом его состояния здоровья, он со своей стороны сейчас будет назначаться, наверное, папа предполагает, что здоровья на этой должности никакого не надо. И с учетом того, что в Зубово-Полянском районе госконтракты все, которые поступают, связаны со строительным бизнесом, они проходят непосредственно через сына, который в данном случае является бизнесменом, то есть занимает коммерческую должность в этих организациях, вот, выходит победителем на десятки миллионов рублей. Так вот, наличие коррупционной составляющей здесь напрямую. Потом печальный опыт назначения сына Николая Ивановича, сына Гришина, да, то есть именно высокопоставленных чиновников, в данном случае депутата Госдумы Кидяева. Я считаю, что это вот тоже, опять же, за гранью добра и зла.
То есть мы не утверждаем, это наша точка зрения. Это наша точка Которую зрения вы однозначная, потому попросили что я проверить. считаю, что человек, не имеющий опыта государственной службы, не прошедший элементарную карьеру, ступеньки по какой-то карьерной лестнице именно в госслужбе, занимать сразу должность, да, кого? Руководителя Россельхознадзора по Республике Мордовия, Пензенской области, сразу 2 регионов. Ну, это что? И это только тут коррупционное назначение. Можно это расценивать, иначе никак нельзя. Да, предполагаю. Первая новость у нас в том, что 20 февраля было издано распоряжение правительства о том, что Саранскому аэропортному комплексу присвоили международный статус и там поставили пункт пропуска через государственную границу. Как вы это оцениваете? Какое у вас отношение к нашему аэропорту, к его будущему? Ну, чем больше возможностей быть ближе к европейским ценностям в данном случае, да, то есть если это международный аэропорт, возможность международных авиарейсов наших граждан, это очень замечательно, это очень хорошо. Я только приветствую. Еще бы нам границы в конечном итоге не закрыли с учетом той политики, внешней политики, которую проводит наш руководитель государства, то и 2 руками за. Было время, мы летали во Францию, в Париж, летали через Москву, а если будет у нас такая возможность полететь из Саранска, так это вообще замечательно. Следующая новость в том, что 4 февраля председатель правительства Республики Мордовия Владимир Федорович Сушков участвовал в совещании у министра спорта России, на котором обсуждалась реализация концепции чемпионата мира по футболу летнего, который в прошлом году прошел, и там обсуждалось дальнейшее функционирование стадионов, в том числе Мордовия-Арена, тренировочных площадок, временной спортивной инфраструктуры. За ближайшие 5 лет около 300 миллионов нужно будет найти региональных средств, а 2024 года уже ежегодно из регионального мордовского бюджета придется тратить 300 миллионов на содержание, в частности, вот этого стадиона. Как вы сами думаете, нужно наиболее эффективно использовать все то наследие, которое мы получили от чемпионата по футболу? Ну, если бы у нас внешняя политика, опять же, нашего государства была нормальная, то, наверное, все-таки возможность проведения в Мордовии международных различных соревнований было бы больше для возможности использовать эти стадионы по прямому их назначению. Но с учетом того, что у нас политика такова, что Россия становится изгоем территориально для всех остальных окружающих нас практически почти всех стран мира, вот это бремя строительства стадиона для дальнейшего использования, которое ложится фактически получается на плечи всех жителей Мордовии, оно, я считаю, обременительным. И что будет в дальнейшем, жизнь покажет. Да, это сейчас главная боль и для федеральных чиновников, это главная боль и для региональных чиновников. Но как они выйдут из этой ситуации, поживем, увидим. Ну дай бог, чтобы все сложилось. Хотя бы по то, что вот сейчас даже проводят чемпионат мира в Японии по фигурному катанию, и при этом разговор ведут о том, что вот на чемпионат у нас был России, который прошел на нашем в Ледовом дворце в Саранске, и при этом говорят в Саранске чемпионат. Ну, приятно, конечно, когда ту местность, где ты проживаешь, которая является твоей родиной, и она, в принципе, озвучивается на уровне спортивных таких мероприятий, хотя бы в таком контексте, оно все равно слух ласкает. Да, на устах миллионов людей. Да. Следующая новость. В следующей теме я попрошу вас прокомментировать появление за последние месяцы многих новых памятников и арт-объектов или планы появления. Вот осенью прошлого года инициативная группа в поддержку увековечения памяти и восстановления доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии предложила установить саранский памятник жертвам политических репрессий. Потом в декабре и в январе от Мордовии было направлено 2 заявки для участия во всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей культурных след. Большой памятник открытой книги в честь основоположника книгоиздательства в Рузаевке. И в Саранске на площади тысячелетия проект Сюлгам. Это женское древнемордовское красивое украшение размером в 2 метра. И 10 февраля была заявка, предложение было об установке в Саранске памятника национальному герою Рзян Инязору Пургазу. Не знаю, что из них построить, но как вы вообще относитесь к тому, чтобы выделять городское пространство для создать новые объекты? Я к этому отношусь очень хорошо. Чем больше таких объектов, возможности таких арт-объектов в том числе, да, когда есть возможность самим посетить их
погулять вокруг них, полюбоваться, если это на самом деле так достойно будет, определенного там художественного смысла будет иметь эти памятники. Вот. Гостей, которые прибывают к нам очень часто сводить и что-то показать, ну я только двумя руками за. Следующая тема, вот, интересная. Что ты заранее улыбаешься? Что-то, наверное, веселое. В январе Комичное. стена обрушилась двухэтажного здания в селе Пушкино. Ну, это Там смех находится, сквозь слезы. да, согласен, единственный медицинский пункт и библиотека и клуб. Жителям теперь некуда ходить покупать лекарства. 8 февраля шандарахнулась крыша трехэтажного Рузаевского общежития. Там отопительная система полилась, люди ошпаренные кипятком выбежали на улицу в шоке. Вот на кирзаводе 2 здания и в помоях Да, утопают, говорили, и да. фундамент разрушается от сырости. И по телевидению их уже показывали И не на один раз. юго-западе. Жалобы постоянно идут от жителей. А на юго-западе, у здания на улице Сиратской, кирпичи облицовочные Облицовочные, валятся да, прямо около подъезда, чуть не на головы. Что происходит? Почему разрушаются здания? Как, чтобы они не разрушались? Разрушения, знаете, понятно, почему разрушаются. Потому что в данном случае нет должного финансирования, нет нормально качественного материала во время либо строительства, либо ремонта. Вот. И нет внимания непосредственных лиц, которые должны отвечать за эти здания, потому что сами жители, граждане не всегда имеют возможность осуществлять ремонт этих зданий определенных. Поэтому это все наши безденежье, финансовая составляющая и отсутствие качества ремонта, качества строительства. А следующей теме я попрошу вас прокомментировать такую проблему взаимного неисполнения. Пробью. Да, И прошу элемент прощения. коррупции в том числе. Ой-ой-ой. Вот. У нас есть проблема взаимного неисполнения обязательств между частью жильцов, которые есть неплательщики, а с другой стороны есть коммунальщики, которые часто завышают необоснованные цены и некачественно оказывают услуги. Вот информационный повод. 11 февраля в администрации Саранска совещание произошло, и главы районов Саранска говорили, как мы боремся с неплательщиками. Значит, исковые заявления, выселение, договора на реструктуризацию, отключение электричества. Потом компания «Энергосбыт Плюс» ставит блокираторы, чтобы горячая вода не поступала. А с другой стороны, есть некачественное выполнение своих обязанностей. Вот из-за угарного газа. В прошлом году 1 человек погиб, в этом году уже 4 человека погиб. Планово отключают электричество, водоснабжение. Черт знает, сколько их ждать, пока они включат. И еще есть проблема, вот такие компании, как Юго-Западная, вот обанкротилась, и выяснилось, за 5 лет с 37 миллионов до 90 выросла задолженность. И вот главная причина банкротства, считает директор филиала «Энергосбыт Плюс», это неэффективное управление жилищным фондом вот этой компании. И собираемость намного меньше, чем в среднем. В среднем по Саранску 93%, а у них 70-77%. Как вот эту проблему будем решать? Проблема у нас должна решаться глобально изначально. Изначально нужно что сделать? Руководству страны было задуматься, когда они пришли к власти, к повышению роста промышленности, сельского хозяйства. Денежные средства должны были определенно направляться в социальные сферы, потому что увеличение промышленности сельского хозяйства – это значит рабочие места, это значит зарплаты. При этом, естественно, люди бы и платили те непосредственные денежные средства за услуги, которые оказывались компаниям, ведущие жилищно-коммунальных хозяйства наши. Вот. То есть проблема первичная, она немножечко в другом. В том, что наше государство в данном случае не заинтересовано в гражданах России вообще. И с учетом этого идет у нас сокращение резкое, оно уже осуществлено, сокращение промышленности, сельского хозяйства, в социальной сфере. Сейчас все платное кругом, поднятие цен на все и вся. Кстати, значит, позавчера прочитала новость по поводу того, что та пенсионная реформа, которая была принята в прошлом году, руководителями нашей страны, то есть Путиным подписана и заявлена как одной из возможностей улучшения жизни предпенсионеров и пенсионеров, уже в феврале месяце дало сбой, в связи с чем в марте месяце, значит, была встреча им организована Путиным, я имею в виду непосредственно Силуановым с Голиковой, в связи с тем, что оказалось, что с января месяца резко сократилось поступление в фонд пенсионных отчислений от юридических лиц. То
То есть народ со своей стороны понял, что до пенсии многим им не дожить, дожив еще, возможно, срок еще отодвинется, они уже не увидят тех денежных средств, что, возможно, еще пенсионная реформа не один раз случится, потому что за все последние 20 лет правления Владимиром Владимировичем нашей страной у нас уже 4-я фактически реформа пенсионная. Поэтому смысл в данном случае уповать на будущее, о котором, как о светлом будущем нам заявляют ежегодно в канун Нового года, но однако же конец года подходит к тому, что, как Слепаков пел у себя в песне, это был тяжелый год. Вот, а что вот на будущее придет, и все будет наоборот. А приходит следующий Новый год, и опять мы поем ту же самую песню. Это был тяжелый год, то есть из года в год все тяжелее и тяжелее. Ну и поэтому вот такой вот у нас в данном случае сокращение роста платежей за жилищно-коммунальные услуги и в данном случае увеличение задолженности. Но меня в таком случае всегда интересует вопрос, ну хорошо, даже если половину города Саранска лишат возможности проживать в своих квартирах, куда они переселят граждан и кому они продадут эти квартиры? То есть программа. Или кого будут, может, китайцев завозить, может, еще кого-то, вьетнамцев завозить на эти квартиры. То есть кто будет поднимать здесь непосредственно экономику страны? То есть им вообще сами по себе наши люди, россияне, нужны как граждане или не нужны? Вот и все. В следующей новости я попрошу вас оценить изменения внешнего вида Саранска и план застройки Саранска. Вот известно. Это очень хорошо, это замечательно. Все любуются, все радуются, все хорошо. Планы у нас, громадье. А жилые кварталы? Да, чисто внешне мы всегда как бы больше внимания уделяли именно на внешнюю сторону. Вот. А вот по сути, опять же, возвращаемся к качеству работ, да, здесь надо будет смотреть, чтобы было качество, был контроль. По окраинам сказать ничего не могу, но тем не менее, однако же, проезжая, ну, извини меня за выражение, опять на машине, то есть я пешком не хожу практически почти, да, большей частью приходится передвигаться на транспорте, то есть строительство вижу постоянно, при этом пустующее, при этом с объявлениями о том, что сдается, 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 продается, продается, продается. Посмотрим. А качество нового жилья, как вы оцениваете? Внутри, снаружи эти новостройки? Тут пришлось однажды мне в декабре месяце некие дома объезжать, как раз по поводу строительства. Значит, планировка некоторых домов мне совершенно, квартир в этих домах совершенно не понравилась. Это раз. Территория. А в чем именно? Значит, что такое не понравилось? Там не понравилось. Ну, на сегодняшний день я считаю, что площадь кухней в домах, она, с учетом того, что кухня является самым местопосещаемым местом в квартире, в котором хозяйка проводит большую часть времени, вот. И это место сосредоточения не только для приема пищи, но и для разговоров, когда даже кто-то к тебе заходит, естественно, приглашаешь на чай, естественно, человек в данном случае останавливается тоже большей частью на кухне, большей частью. Вот. Поэтому это должно быть комфортное и удобное место не только для приготовления пищи, а у нас в данном случае кухни в основном они для этого предназначены, по факту получаются, но именно для возможности там ее рассматривать как совмещенность с гостиной. Вот этого у нас нету. Поэтому ничего не могу сказать про хорошие дома. Они у нас тоже есть, там предусмотрено большие площади, вот. Но стоимость их запредельная, она невозможно в данном случае приобрести квартиры с хорошей планировкой, с хорошим качеством работы, потому что, как мы уже с тобой сейчас вот проговорили, финансовые возможности в данном случае наших граждан, большей части граждан, она очень-очень ограничена, практически нет. Даже то, что вот дом на Рождественской построили, который у нас постоянно его сейчас рекламируют, там с панорамными видными окнами, там с большими, там чуть ли не на целый этаж эти квартиры идут, вот, с возможностью там всех благ цивилизации дополнительно, там и парикмахерская, там и бассейн, там еще что-то, там и парковка, в смысле машины, и все, и там и вертолетная площадка на крыше, вот. Но стоимость их такова, что, ну там, я не знаю, это я так считаю, может быть, у нас есть еще и подпольные, конечно, миллионеры, но, может быть, там, 20 граждан Мордовии возможность для приобретения
таких квартир, у остальных нет. А спрашивается, а для кого вообще мы тогда строим? Домов-то много, а строят много, желающих в очереди стоять на квартиры тоже много. Но если это социальное жилье, то качество очень низкое. Если это жилье коммерческое, то оно очень дорогое для граждан. И вот тут идет несовпадение и состыковка. В следующей новости я прошу вас поддержать самое начало зарождения в Мордовии движения по поиску без вести пропавших людей. 3 февраля прошлого года было открыто региональное отделение организации «Лиза Алерт». И еще вот большую активность проявляет Наталья Клюткина, у нее собственная поисково-спасательный отряд «Поиск 13 региона». У нее в 2015 году осенью пропал родной брат. Через 2 года безуспешных поисков она сама организовала сначала группу ВКонтакте, потом... Нашла? Нет, до сих пор не нашла, но зато у нее, вот она посвящает свою часть своей жизни этому, у нее 20 человек уже вместе они ищут. И вот, например, 6 февраля этого года 67-летняя жительница Саранска Мария Александровна Адушкина вышла, она страдает потерей памяти, до сих пор не вернулась и исчезла. 14 февраля вышел из дома и пропал 59-летний житель Саранска Григорий Васильевич Карпунов. Вот насколько важно, чтобы у нас тоже это важно, это нужно, чтобы кто-то координировал, кто-то собирал эту информацию, но все это еще зависит от, как сказать, от неравнодушности людей. Если бы люди были к окружающим неравнодушны, если вот видно, что человек, да, в потере памяти не совсем нормальный, хотя бы если даже вот, я как говорю, достаточно ведь минимальных здесь даже усилий, да, и видишь, если человека такого, позвонить по 02, как мы раньше это называли, и сказать, вот здесь такой-то, такой-то человек, вот в таком-то, таком-то состоянии, чтобы его взяли, допустим, те же самые сотрудники правоохранительных органов, в данном случае, поместили к себе для выяснения причины, и в этот же день, допустим, распространили там через средства массовой информации по телевидению, вот с фотографией данного человека, вот такой-то, такой-то человек обнаружен, который не может сказать, кто он, что он, откуда он. Ну и этого было бы достаточно. Здесь, то есть, больших усилий вот в этих вещах, они не требуются. Ну, не считая, конечно, криминальных каких-то случаев, но здесь уже совсем другая как бы составляющая. Поэтому, да, центры, чтобы, допустим, для координации, с учетом того, что государство у нас с себя скинуло вот такие возможности, такие обязанности, то хорошо, что есть люди неравнодушные, которые, да, хотят другим помочь. Это тоже хорошо. Перед следующей новостью я хочу напомнить, что 20 апреля 2017 года Верховный суд признал религиозную организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы» в России экстремистской, их деятельность на территории запрещена. 6 утра... У нас только РПЦ не экстремистская, все остальные практически почти экстремисты. Да, мы должны для судебного протокола оговориться. 6 утра, в 6 утра 6 февраля в квартиры 15 членов этой организации с обысками пришли ФСБ, МВД, я не хочу их показали... даже, не зачитывать, Да. потому что это самое, я что хочу сказать. Вот вопрос о веротерпимости. О веротерпимости как раз я хочу сказать. У нас по Конституции каждому гарантирована свобода вероисповедания. Какую веру хочу, такую исповедую. Почему в данном случае у нас государство вмешивается? Ну, понятно, если бы действительно она была бы экстремистской в том плане, что эти граждане в данном случае не просто приходили и молились, по факту решали бы вопросы, допустим, свержения власти, осуществления каких-то террористических акций, тогда да. Но если этого нету, да мало ли что он там проповедует. Хочу я вот столу молюсь, хочу я молюсь там в вазе какой-то, поклону бью или свой собственный лоб расшибаю. Какое дело государству до этого? Если у меня свобода вероисповедания. Я против. Да, но еще раз говорю, что мы с Фаиной Юрьевной признаем решение Верховного суда по формальным признакам. Ну да, но я человек законопослушный, но приняли такое решение, приняли. Потому что у них тоже есть свои возможности оспорить данное решение, оспорить это решение вплоть до Конституционного суда в конечном итоге. Да, потом в крайнем случае обратиться, пока вот на сегодняшний день мы еще не вышли с ЕСПЧ, через СПЧ оспорить, потому что тоже у нас такие факты имеют место быть, когда все-таки граждане нашей России правду не находят на территории собственного государства, находят в данном случае в европейском суде по правам человека. Организация уже 1,5 столетия существует, 8 миллионов Конечно. верующих на планете. Это Конечно, не это уже какая-то большое шарашка значение, там. да. Следующая новость в том, что у нас в феврале прошло очень много политических мероприятий. Родительское всероссийское сопротивление КПРФ, Открытая Россия, тоже еще одна запрещенная организация нежелательная Михаила Борисовича Ходорковского. И ЛДПР, и УФСИН по Мордовии. Много разных, как сказать, спектр. Какое у вас отношение к политической толерантности, чтобы она тоже у нас была? Ну и в целом, может, какие-то у вас комментарии?
Но опять, возможность входить в какую-то партию, если только эта партия ставит своей целью задачу в данном случае проведение всевозможных политических акций, и если эти партии зарегистрированы, то это стопроцентно, да, имеют право по 31 статье Конституции собираться, проводить всевозможные мероприятия, митинги, шествия, демонстрации и так далее, да, предупредив иногда, в зависимости от количественного состава участников данных акций, либо просто предупредив, либо спросив там разрешение на место проведения и так далее, и с учетом того, чтобы было, значит, осуществлено правопорядок со стороны правоохранительных органов. Вот. Все вот остальные вещи, которые у нас в данном случае всегда запретительный характер носят со стороны государства, я против. Потому что люди в данном случае имеют право выражать свою политическую волю, именно выражать. И если выражение им запрещают, то в данном случае это идет просто внутреннее нагнетание недовольства и ситуации, что как раз может больше привести к взрывному моменту, чем если бы люди имели возможность выразить свое мнение. И было бы вообще замечательно, если бы наши чиновники с учетом полученного мнения граждан, ведь они в данном случае занимают свои должности, исходя опять же из того, что они заняли эти посты, с учетом того, что в свое время проголосовали либо за непосредственно руководство этих партий, от которых они пришли и заняли эти должности, да, вот, то есть они же должны знать мнение народа. И потом, у нас же всегда говорят, что в данном случае чиновники – это слуга народа. И если ты слуга народа и при этом не хочешь выслушать их мнение, это о чем говорит? Да какой же ты после этого слуга? И они не рабы, чтобы ты им только с учетом запретительных мер хотела ими управлять. Ну, у нас как раз вот в последнее время, десятилетие как-то особенно все это проглядывается, ужесточение запретительности этих мер, которое в данном случае все больше и больше ведет к негативу, в связи с чем рейтинг «Единой России» поэтому упал. Ну, остался, наверное, сейчас вот еще Народного фронта со временем упадет. И вообще, когда уже звучат какие-то вот выступления нашего руководства на телеэкране, все относятся к этому настолько критически, настолько негативно, что многие либо даже уже телевизор выключают, не слушают это, все что угодно, но только даже, хотя, может быть, иногда сейчас произносятся правильные вещи. То есть там, наверное, сейчас осознание происходит, что нужно что-то менять в нашей жизни сегодняшней, повседневной. Вот, поэтому народ уже настолько негативно настроен, что просто кого угодно, что угодно, но только не наше руководство, не наша Единая Россия. Вот и все. А по поводу запретительности, недавно стало известно, что препятствие ЦИК чинит при выдаче депутатского мандата. Да, по Грудинину, Гридину тоже. Да, Грудинина в данном случае КПРФ, да, но это вообще я тоже считаю, что это нарушение и конституционных прав и самой партии, и его, как непосредственно лидера этой партии, который на президентских выборах занял 2-е место. Поэтому это тоже народ отворачивает. Больше всего мне не понравилась позиция Эллы Панфиловой, которая с учетом данного заседания, на котором должно было быть принято решение, потому что я так предполагаю, что она понимала, что решение само по сути своей, оно противозаконное, она ушла в отпуск. Такое значимое событие, и она ушла в отпуск. Значит, она просто хотела снять с себя ответственность, чтобы не ей отвечать в будущем за это. Вот и все. Это тоже показатель. Да, к сожалению, репутацию она и все надежды за последние 1,5 года она. Да. И последняя новость в том, мы берем пример для нашей Мордовии из других стран. В феврале, в марте в Украине наблюдалась конкуренция, до сих пор наблюдается, что несколько дней до конца выборов, а мы не знаем, кто победитель. Зеленский будет. Или Пока. Тимошенко, или Порошенко. Кто из них пойдет в второй тур, мы до сих пор это правильно. Хорошо ли это вот так нам перенять нашему обществу? Конечно, это хорошо. Это как раз свидетельствует о том, что там выборы, они в данном случае проходят в конкурентной борьбе, что до сих пор неизвестно, что это не вот известно изначально, кого назначили, и уже за него в данном случае как бы уже принято решение, и с ним уже начинают строить какие-либо взаимоотношения. Вот, поэтому я считаю, что именно эта страна показывает, что возможность конкурентных выборов, нормальных выборов, имеет место быть. Хотя там тоже есть определенные свои вещи, потому что все-таки Украина, она в чем-то
является прообразом нашей России в каких-то вещах. В каких? Есть В каких? в коррупционных в том числе. Мгм. В коррупционных. Вот, потому что поведение Порошенко тоже как бы оставляет желать лучшего. Вот, поэтому, но тем не менее там народ более свободолюбивый и более, наверное, более с борцовскими качествами. Не зря разговор ведется о Майдане, потому что уже испокон века граждане именно выходили на Майдане и решали свои проблемы с помощью всенародного волеизъявления. А у нас все-таки позиция нашего народа, она всегда, то есть мы жили под царем, и с учетом этого, что вот нам будет батюшка, он там нам все решит, и он там разрулит эту ситуацию, вот, и улучшит нашу жизнь, вот эта вот какая-то пресмыкаемость, все-таки она присутствует в большей части граждан, да, даже то, что вот мы сейчас вот разговаривали про пенсионную нашу реформу, да, то, что вот у людей отодвинули возможность выхода на пенсию. Я, как с своей стороны, предполагала, что это все-таки вызовет массовый гнев и недовольство со стороны граждан, и все-таки выйдут люди на улицу и как-то это продемонстрируют, свое неприятие этой реформы. Этого не случилось. Но не случилось, тоже нахожу объяснение, почему этому не случилось. Вот. И просто в данном случае, ну, наверное, народ пошел сейчас по другому пути. Вот, с одной стороны ждут, а с другой стороны их работодатели под влиянием этих граждан, я говорю, начали платить серую зарплату и уже не платят пенсионный фонд. То есть на каждое движение есть свое. На каждый удар есть свой противоудар. Вот наши пошли вот по такому пути, то есть из-под вольки. А я вот решать адвокатом эту проблему. дьявола побуду. А зачем нужна эта демократия? Тут стабильность. На ближайшие 40 лет, знаем, будет там царь, Владимир Брежнев, Владимир Владимирович. А зачем эта нестабильность? Что не знаю, Да. кто станет президентом, Да. кто будет победит в парламенте. Зачем нам нужна эта демократия? Я тебе по этому поводу скажу. И в данном случае вот сегодня в передаче «Умники-умницы» значит, была посвящена революции, каким-то революционным там проявлениям. И задавали вопрос, революция это хорошо или нехорошо? Значит, в эпиграф было взято высказывание Карла Маркса, что революция толкает у нас движение вперед. Вот. И представителем МГИМО, преподавателем МГИМО, который был председательствующим в данном случае в этой передаче, в конце передачи начал говорить, ну вот, я бы хотела от этих ребят услышать высказывание, не то, что они согласны полностью с высказыванием Карла Маркса, что революция это хорошо, что эта революция не всегда хорошо, и, в общем, начал уводить этот разговор в сторону по поводу того, что, в общем, эволюция это тоже неплохо. Вот. Но дело в том, что примеры-то мы знаем, мы сами проходили философию, изучали эти, и революцию, и эволюцию. В любом случае, эволюция поступательного движения тогда хорошо, когда она идет на рост экономики. А вот когда она идет на спад, а у нас идет на спад. Поэтому революция нужна. И поэтому вот та стабильность, которая у нас есть, плавного снижения и ухода в пещерное состояние, вот здесь вот ничего хорошего нету. Да, она стабильна. Мы стабильно катимся вниз. Мы стабильно себя ограничиваем во всем и вся. У нас стабильно идет увеличение запретительных мер. Стабильно идет. Это хорошо? Это не есть хорошо. Поэтому демократия нам нужна. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что в нашей программе «Мордовский блок новостей» новости жизни Мордовии за февраль 2019 года комментировала министр юстиции альтернативного состава правительства Республики Мордовия, замгендиректора Мордовской депозитарной компании «Депозит» Фаина Юрьевна Макарова. Спасибо вам большое. Спасибо, до новых встреч.